درود دوستان عزیز، این برنامه نوبتی سیاره ورزش است و امروز ما در برنامه خویش قرار کردیم که در مورد رشد فوتبال کودکان نورسان در کشور حرف زنیم و اینجا به خاطر صحبت دعوت کردیم در برنامه دیرکتوری لیگ کسبی فوتبال کودکان نورسان هویدا دولتبکوف. خوش آمدید به برنامه. خوب، چون انانه سر آغاز صحبت ما سوژه تهیه همکاران را در مورد همین موضوع تماشا میکنیم و بعدا صحبت را ادامه میدهیم. شما میآید آغاز میشود. мавсими нуҳуми лоиҳаи футбол ба назди шумо меояд имсол аз 30 апрел дар сартосари кишвар оғоз мегардад. дар устонаи оғози мавсими навбатии лоиҳа ки бо дастгирии оператори пешбари инноватсионии кишвар тисел баргузор мешавад, чанд рӯз қабл дар дафтари Федератсияи футболи Тоҷикистон бо ҳузури роҳбари Лигаи футболи кӯдакону наврасони Федератсияи футболи мамлакат Увайдо Давлатбеков ва намояндагони минтақавии лига ҷамъомад баргузор гардид. дар вохӯрии формати нави мавсими футбол ба назди шумо меояд мавсими баррасӣ қарор гирифт. тибқи низомнома лоиҳаи мазкур дар ду марҳила дар тамоми минтақаҳои кишвар баргузор мегардад. дар марҳилаи аввал шумораи номаҳдуди даставо метавонанд ширкат кунанд. 16 дастаи беҳтарин дар се сину сол ба даври ниҳоӣ роҳ меёбанд. фестивалҳои аввал дар 10 шаҳру ноҳияҳои кишвар аз он ҷумла Душанбе, Хуҷанд, Бохтар, Куллоб, Хоруғ, Ваҳдат, Ашт, Ёвон, Восе ва шаҳри Нав баргузор мешаванд. дар доираи лоиҳаи футбол ба назди шумо меояд дар шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Бохтар, Куллоб, Ваҳдат, Ашт ва Ёвон курсҳои мураббигӣ оид ба футболи оммавӣ ҷараён дорад. курсҳои омӯзишӣ 82 нафар мураббиёнро ҷамъ овардааст. мураббиён дар дарсҳои омӯзишии таълимӣ барои гирифтани иҷозатномаи мураббигӣ дараҷаи Д талош меварзанд ва маҳз онҳое ки соҳиби шаҳодатнома мешаванд имкон пайдо мекунанд корро дар барномаи футбол ба назди шумо меояд шурӯъ намоянд. лоиҳаи футболи хиёбонӣ тӯли 8 соли гузашта бо муваффақият баргузор гардида шумораи зиёди кӯдаконро ба футбол ҷалб кардааст. дар лоиҳаи мазкур кӯдаконе аз 6 то 12 сола ширкат меварзанд. мавсими гузашта дар лоиҳаи мазкур бештар аз 18 000 нафар иштирок варзиданд. яке аз ҳадафҳои асосии лоиҳа ин дар замири кӯдакон бедор кардани муҳаббат ба футбол ва тарзи ҳаёти солим риояи хусусиятҳои футболи хиёбонӣ мебошад. имсол лоиҳаи футбол ба назди шумо меояд аз ҷониби Конфедератсияи футболи Осиё яке аз беҳтарин барномаҳои футболи оммавӣ эътироф шуд. лозим ба ёдоварист ки Лигаи футболи кӯдакону наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон пеш аз оғози лоиҳа тамоми нафарони иштирокчиро бо сару либосҳои варзишӣ инчунин лавозимотҳои махсусро барои тамрини дастаҳо ҳамчун тӯҳфа дод. خوب، نخستین سوالی که من به شما دارم در مورد لایحه تیسل فوتبال به نزد شما میاد، چون یکی از موفق ترین لایحه‌های فوتبالی در رشد ابتدایی فوتبال کوچکی در قاره آسیا پرسان شدیم که نخست سرآغاز پیدایشی این لایحه، تاریخ پیدایشون از کجا یعنی که راه اندازی کردید؟ Здравствуйте, спасибо большое за приглашение. Да, действительно, Азиатская футбольная конфедерация очень высоко оценила наш проект «Футбол Банны Шумоме», и наряду с другими ведущими федерациями проект призван одним из лучших соревнований массового футбола. Особенность проекта в том, что он отечественный продукт, то есть не проект ФИФА, не проект АФК, разработался нами, специалистами Федерации футбола Таджикистана. Первый год мы в 2013 году запустили проект, тогда еще Федерация футбола города Душанбе. У самых истоков стояли Дильшод Джуразуда, вице-президент Федерации футбола Таджикистана. В то время он возглавлял Федерацию футбола Душанбе, и Виталий Шамаев, наш партнер из организации Тоджи Нуравшон. Начинали в Душанбе. Сама идея заключалась в том, чтобы не собирать детей в каком-то определенном месте, а используя вот эти площадки, которые очень много сейчас в Душанбе построено, используя вот эту существующую инфраструктуру, приходить во дворы. Само название «Футбол Баназди Шумомет». То есть мы ходили, набирали волонтеров по микрорайонам, около 20 микрорайонов первый год мы набрали, приходили, приносили мячи, и таким образом вот был первый год. И уже начиная с 2017 года, когда я возглавил детскую русскую футбольную лигу Таджикистана, проект уже мы проводили по всей республике, то есть во всех регионах он проходил. خوب، در مورد فراگیری این لایحه اگر حرف زنیم، ببینید لایحه فوتبال به نزد شما میآید زیاده از 21,000 کودکان نورسان را در سر تا سر کشور گرد آورده است. شما گفته میتونید که چگونه شما قدرت پیدا نمودید که اینقدر شماره زیادی کودکان نورسان را در گرد فوتبال کوچکی به هم آورید؟
если вспомним, действительно очень большое количество участников. Сама суть проекта тоже в этом заключается, что как можно больше участников, больше игр. Если в первый год нам было, конечно, сложнее, когда в год создания самого проекта мы очень большую рекламную кампанию провели, листовки, там баннеры везде были, набирали волонтеров, но год за годом популярность проекта росла, и потом, когда уже на уровне республиканском проводили, то есть у детской юношеской лиги есть представители во всех регионах, и плюс их налажена очень качественная работа совместно с региональными федерациями, ну, позволил нам очень легко собирать детей, потому что и проект уже сам проект уже его имя работало на него самого, и у нас же любят футбол, поэтому очень яркий фестиваль открытия, и очень просто было уже собрать детей. И каждый год мы планируем. Вот, допустим, в этом году мы запланировали, что в этом году мы хотим привлечь вот в этот наш проект, в рамках нашего проекта, 25 тысяч девочек и мальчиков от 6 до 12 лет. Ну, я думаю, что у нас получится. خب اگر در مورد فراگیری منطقه ها حرف زنیم، بیشتر در کدام منطقه این لایحه رشد یافته است؟ بیشتر در کدام منطقه کشور شماره اشتراکشون زیادتر است؟ Ну, практически везде одинаково идет, но есть особые регионы, допустим, сейчас. И мы специально поощряем те регионы, которые наиболее качественные, наиболее хорошо провели проект. Вот в прошлом году Ашский район Сагдийской области и Яванский район очень хорошо провели и качественно провели в плане организации, в плане привлечения детей. И как бы в качестве поощрения в этом году там тоже будет фестиваль открытия. А так, ну, практически везде. В Душанбе инфраструктура позволяет, конечно, здесь проще собирать детей и больше места для того, чтобы проводить соревнования. در مورد فراگیری لایحه TCL فوتبال به نزد شما میآید، در منطقه‌های گوناگون ولایت مختار کوهستان و بدخشان چگونه راه‌اندازی می‌گردد کارها؟ Ну, мы постоянно проводим, все годы проводим и на территории Горно-Бадахшанской автономной области. В этом году фестиваль открытия пойдет в городе Хароги, но сами игры будут проходить в Рушанском, Ишкашимском районах, в Шугнанском и в городе Харог. Город Харог в прошлом году за последние годы около 7 площадок Федерация футбола Таджикистана построила в городе Харог и одно еще в Рушанском районе. Поэтому инфраструктура есть и, конечно же, там тоже будет проводиться во всех этих районах. با گذراندن چنین لایحه بسیار هم لایحه موفق وطنی که به واسطه شما از موفقیت آن بعد در آینده هم قید خواهید کرد، شما گفته می توانید که محض همین فوتبال کوچگی باعث آن می شود که استعدادات چهره‌های نوین به فوتبال کسبی رو میارند؟ Ну, сама суть проекта вот изначально это привить любовь детей к футболу с ранних лет, привить любовь к здоровому образу жизни. И игры, вот этот возраст от 6 до 12 лет, многочисленными исследованиями подтверждено, это наиболее благоприятный возраст для развития координационных способностей, для моторных навыков. Поэтому вот именно внимание на этот возраст. Еще игры таким образом организованы, что, допустим, играют ребята 4 на 4, 5 на 5 максимум. То есть игры малыми составами. Это что значит? Значит, что каждый ребенок вовлечен, очень много касаний мяча, очень много повторений, ударов по воротам. То есть очень много постоянно меняющихся игровые ситуации. Поэтому из-за этого дети быстрее учатся, совершенствуют технические, тактические их навыки. Поэтому, конечно же, в каждом регионе, помимо наших представителей, есть еще региональный технический директор, в задачу которого входит тоже просмотр, отбор и выявление талантливых мальчиков. یک نکته بسیار مهم و جانبخش این البته برای دیل لایحه این پیدا کردن نفر سرمایه‌گذار یا یگان شرکت سرمایه‌گذار است. روشن است که در همین دوران پس از پاندمیوی حتی شرکت‌های بزرگ جهانی هم دچار مشکلات‌های مالیوی هستند. خب در پس منظر همین مشکلات‌ها ها برای شما تا کدام درجه برایتون مشکل بود که شرکت TCL را باور کنید که برای شما همین شرکت سرمایه‌گذاری کند؟ Да, действительно, компания TCL уже который год наш надежный партнер. Сколько лет уже они поддерживают этот проект. Ну, в самой компании одних из приоритетов у них это социальная направленность, благотворительность, спонсорство. У нас с ними сложились очень хорошие доверительные отношения. Я думаю, что и само руководство TCL немало удовольствия получает от того, когда видит тысячи счастливых мальчишек, играющих в футбол. И как бы пользуясь случаем, я хотел поблагодарить компанию TCL в лице генерального директора Озатхона Сайхулахоновича за поддержку. И я надеюсь, что дальше тоже будем сотрудничать, тем более, что, как видим, неплохие результаты этого проекта.
خب روشن است به مگون که در کجای کار است کمبودی هم است و عموما در برابر دستاوردها و در برابر آن نتیجه های پرثمر همچنین نارسایی هم وجود دارند. در این مورد شما یک گفتنی دیگری دارید؟ Но если говорить о пользе проекта, сама суть проекта – это привить любовь детей к футболу, привить любовь детей к здоровому образу жизни. Вот я уже повторюсь, что от 6 до 12 лет – это наиболее благоприятный период для развития двигательных действий, для развития координационных способностей ребенка. Потом игры тоже таким образом организованы, там дети играют 4 на 4, 5 на 5, то есть малыми составами, и это дает возможность больше касаться мяча, больше повторяющихся игровых ситуаций. Поэтому дети быстрее учатся и быстрее понимают футбол. У нас еще в инструкции указано, что тренерам рекомендуется абсолютно никакого давления на детей не оказывать, поэтому, чтобы дети могли сами принимать решения. Это тоже некий такой творческий процесс, что ребенок сам через осознание учится играть. И еще какие пользы? Ну, здесь нельзя не отметить, вот сейчас в мире этих новейших технологий, опять же, гаджеты, бесчисленное количество этих компьютерных игр. То есть дети сидят дома, это очень негативно влияет на их развитие. А мы предлагаем альтернативу, тоже выйти, чтобы, допустим, каждый ребенок теряет очень много, если он сидит дома, и здесь альтернатива выйти и поиграть в футбол. И даже помимо того, что мы еще выбираем одаренных мальчиков, даже для детей, которые, допустим, не выберут футбол, не будут футболистами, все равно мы уже приобщим к здоровому образу жизни. И через какое-то время эти дети станут первым поколением родителей. То есть это на самом деле очень важный вопрос. То есть и они будут здоровыми, и как бы это здоровье нации. Недостатков, это вы сказали, не сколько недостатков, мы планируем, вот сейчас у нас он идет 3 месяца проект. Мы хотели бы его разбить и каждый сезон проводить по месяцу. То есть весной месяц, зимой месяц, осенью, чтобы дети постоянно были в тонусе. Но это планируем сделать в следующем году. خب هر ساله که شما لایحه را اندازی میکنید و کار آن را جاری میکنید در تمام منطقه‌های کشور، شما البته کار خود را تحلیل میکنید و جنبش نتیجه گیری هم میکنید. خب طبق این نتیجه گیری کار خود وقتی که شما یک گروه جمع میشود از چی نارسایی و کمبودی میگیرید و در پی اصلاح چی ها میشود که سال آینده همون را باز دیگر خیالتر کرده لایحه را پیش بریم؟ Ну, мы, конечно же, анализируем свою работу, анализируем. У нас целая система, каждый тренер в конце сезона заполняет опросник. Каждый тренер может высказаться, показать нам на слабые места, на то, где бы могли какие-то изменения ввести. Конечно, анализируем. На основе этого анализа мы принимаем какие-то решения, что-то меняем. И каждый раз стараемся что-то новое внести. К примеру, в этом году в проекте «Футбол Банаиш Мумат» мы уже провели тренерские курсы. Всего в них приняло участие 84 тренера. Они прошли в Душанбе, в Сугде, в Бохтаре, в Кулябе, в Яванском, в Вашском районе. То есть это что-то тоже новое, чего раньше не было. То есть вот эти тренера, которые вовлечены в проект, перед началом проекта, они прошли курсы массового футбола. همین 84 مربی که عین حال با سمینار و با کارهای آموزشی فرا گرفته شدن در آینده میتوانند که همچون مربی کسبی شدن قدم‌های استوار به پیش نهند. Ну, конечно, здесь вот когда мы говорим о проекте, здесь мы воспитываем не только игрока, но и тренера, и судью. Есть много тренеров, которые начинали с проекта, есть даже судьи, которые начинали с проекта. Конечно же, это вот первые шаги. Они начинают с этого, и от них самих зависит, насколько они будут преданы своей работе, насколько они будут совершенствоваться. Конечно же, это большой, можно и продолжать работать в этом направлении. خب در همین سال رسما کی آغاز می شود لایحه TCL فوتبال به نزد شما میاد و چی نقشه را در خود دارد؟ Ну, вот в этом году, как я уже сказал, мы провели тренерские курсы. Вот в этом году, 30 апреля, одновременно в 10 городах и районах страны в одно время, в один день стартует футбол Банаиш Мумат 9-й сезон. Но, как обычно, он начинается с фестиваля открытия, и в течение 3 месяцев детишки будут играть. А в июле месяце мы завершим и проведем финальные матчи и закрытие фестиваля. خب در دوام 9 موسمی که شما برگزار میکنید در همین رشته البته جایز است که رشد دل خانمود ورزش از مستحکمه و در مجرای درستی رشد ورزش کودکانه گرفتن منشأ میگیرد و در همین اساس یک نهایتاً پرسیدنی هم که در همین سالیان زیادی راه اندازی کردن لایحه خود شما
به چی دستاوردها نائل گردیدید و چی نقشه‌های آینده‌سازی را در دل می‌پرورید؟ Ну, во-первых, опять же, со стороны руководства Федерации футбола Таджикистана нам оказано большое доверие. Они постоянно, руководители, поддерживают наши инициативы, наши новые идеи. Ну, как бы, сами себе оценку нам сложно дать. Ну, я считаю, что работу можно считать удовлетворительной. То есть мы создали очень солидную структуру соревнований для детей от 6 до 18 лет. То есть она, исходя из последовательности и преемственности, построена структура. То есть путь для игрока уже есть, где он может быть играть. Опять же, футбол Банази Шумоме, футбол Бароема проект. То есть ребята регулярно играют. Потом локальные турниры, которые в регионах проходят. Официальные соревнования у нас начинаются с 12 лет. То есть, опять же, этап квалификации, финальная часть. 14, 16, 18 лет у нас играют в формате дома-выезд. Всего лига длится 7 месяцев, 2 месяца квалификации, 5 месяцев сама лига. То есть 5 месяцев. Ребята, вот 14-16-летние, они за сезон проводят больше 28 официальных матчей. Это очень хорошо в их возрасте. То есть и создана некая конкурентная среда, где ребятишки могут играть. И потом это не только для игроков, но и для тренеров. Если там маленький турнир 4-5 дней, ему проще, а уже нужно рассчитывать, нужны дополнительные знания, чтобы рассчитать силы на 7, подготовительный процесс, соревновательный процесс. То есть я думаю, что это очень хорошо. И в этом уже 2 года мы запустили Лигу Умет. То есть вот, к примеру, если в прошлом году эти 14, 16, 18-летние всего в отборочном этапе принимало участие 138 команд. Вот представляете, 30 команд вышли в Лигу Пешсаф, а 108 команд оставались как бы неудел. Вот теперь есть Лига Умет. Вот само название Лига Умет, то есть надежда. То есть эти ребята, которые не вышли, но они тоже продолжают играть. То есть продолжают, у них есть возможность. Самое важное, что мы даем возможность каждому ребенку проявить свои лучшие качества. Вот Лига Умет, когда идет Пешсаф и Умет в этом году, в перерыве в трансферное окно, ребята, которые показывают хороший результат, тренер может их взять, а ребята, которые чуть сдали, то можно опустить их в Лигу Умет. Но все равно они продолжают играть. Потом работа с тренерами. У нас хорошие отношения с тренерами сложились. До пандемии мы ежегодно по 2 семинара проводили на тему мировые тенденции, тактические нововведения в футболе. Приезжали очень опытные инструкторы на АФК. Непосредственно прямо перед началом лиги проводился семинар. То есть то, что те знания, которые получили тренеры, они могли сразу реализовать вот эти новые идеи в процессе семинара, которые возникали, чтобы они могли сразу реализовать их во время проведения лиги. И по завершении лиги тоже семинар проводился, как бы подытожить, проанализировать свою сделанную работу. Также проводились много семинаров современной технологии в футболе, анализа игры соперника. То есть хорошо работать с тренером. При поддержке федерации вот, тоже стоит отметить, что все тренера, которые были в лиге Пешзав, в течение лиги получают заработную плату, то есть финансовые бонусы. Поэтому судить о результатах, ну, не знаю, мы во всяком случае ставим большие задачи и будем продолжать работать. Еще один очень интересный факт. По статистике за 2020 год в Таджикистане от 6 до 18 лет проживает 2 миллиона 745 тысяч. Представляете, 2 миллиона 745 тысяч. То есть вот этот потенциал, который мы можем использовать. Поэтому, как ни крути, наша работа только начинается. چی باعث شد که شما را لیگ شما را بهترین در آسیا از جانب کفیا دانند؟ Ну, Азиатская конфедерация футбола тоже, ее задача стоит продвигать футбол в Азии. И поэтому и среди юношеских, и среди элитных юношеских, и среди массовых, они тоже какую-то конкурентную среду создают, чтобы федерации могли с друг другом соперничать. А поэтому в 2019 году, если я не ошибаюсь, около 55 федераций получили приглашение, юношеские лиги получили приглашение участвовать в этом своего рода конкурсе. То есть там был опросник и 25 критериев, которые нужно было соответствовать критериям, и просто произвольно сделать презентацию, рассказать о своем проекте, и как бы с доказательствами, и снять ролик небольшой, 1-минутный. Но мы тоже, как бы, пришло письмо, мы заполнили, все сделали, отправили, и узнаем, что, оказывается, лучшая лига. Ну, там критерии какие были. Интервал между матчами, количество матчей, какой возраст, как работать с тренерами. Вот, там очень много нюансов, на самом деле, и после этого нас признали лучшей лигой Азии. خب در آخر پرسیدنیم که در مورد باز هم بهتر کردن کار خود و پیش بردن این لایحه بسیار هم جالب فوتبالی، شما چی نقشه‌های آینده سازی رو در پیش گذاشته اید؟ Ну, проект
массового футбола, он предполагает увеличение количества участников, увеличение количества, как я сказал, можно разбить на несколько этапов. Но есть у нас планы, очень много планов, и постепенно, на самом деле, у нас есть планы запуску Якшанбе лига. Потом в юношеской элитном есть работа с тренерами, планируем дополнительные семинары проводить вот по узкой специализации. Потом собирать этих самых талантливых, ID талант, идентификация талантов. Это новая экосистема, которая разработана в FIFA. Сейчас над ней очень плотно работаем. Планов достаточно. Ну, сейчас в двух словах сложно просто рассказать. Но есть работать, есть над чем работать. И мы стараемся. ما برای کاری شما کاری پرثمری شما در دایره لایحه TCL فوتبال به نزد شما میاد و دیگر کارهایی که به واسطه به شما ربط دارند و از موفقیت و دستاوردهای شما نشون میدهد برای کامل میخواهیم و خواهان هستیم که باز هم دستاورد و بهبودی فوتبال تاجیک در سیمای رشد فوتبال کودکانه زیادتر شود. و دوستان عزیز، این برنامه نوبتی سیاره ورزشی بود که فراگیر رشد فوتبال کودکانه در کشور راه اندازی کردیم. آن را و البته در مهمانی ما قرار داشتند دیرکتوری لیگ فوتبال کودکان نورسان هویدا دولت بکوف. برای اشتراکتان در برنامه تشکر میگیم و خوب دوستان عزیز، با امید رشد فوتبال تاجیک و دستاوردهای ورزشکاران میهن در مسابقات فراجانی ما با شما خیر میگیم. برنامه‌های دیگر تلویزیون ورزش ادامه دارند. خیر، تنصت و پیروز باشید.